Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 14 сентября 2020 года. Это понедельник. Посмотрим, что ждет в этот день. Замечательная карта звезды. Что будет помогать? Двойка жезлов. Что будет мешать? Карта смерть. Так, карта звезды. Это карта будущего. Если она здесь вот может с двух сторон проигрываться. С одной стороны, это карта результата того, к чему мы стремились давно-давно, когда мы уже вложили много сил в какой-то проект, в свой образ, может быть, даже в свое тело. Очень часто вот по этой карте идет похудение, да, достижение какого-то результата вот во внешности. Вот мы, допустим, долгое время работали над собой, над своими мечтами, планами, над своим телом, над своей внешностью. И вот у нас наконец-то результат. Мы его видим и оценены со стороны других людей. То есть так, как мы хотели быть оцененными, да. Вот. Также эта карта исполнения мечты, исполнения желаний, поворота в лучшую сторону. Если особенно были какие-то трудности, сложности, когда мы не могли сдвинуться с места, вот, пожалуйста, уже здесь у нас идет улучшение ситуации, мы направляемся к своим мечтам, да, вот это прям будет очень ярко сегодня заметно. Также это карта будущего. Это карта предсказаний. Допустим, сны сегодня, вещи могут сниться, которые в будущем проиграются. Или какие-то предсказания, которые вам делают там тарологи, астрологи и так далее, они тоже могут проиграться. Либо сегодня могут проиграться, либо если вы сегодня только делаете прогноз, то в будущем. То есть очень точное может быть предсказание, такая помощь для вас, в каком направлении двигаться, да, где соломки подстелить, какие события произойдут. У вас такое предупреждение очень важное для вас. А также карта говорит о том, что хорошо бы сегодня, может быть, пойти в отпуск, оказаться на природе, у моря. В общем, карта, которая говорит о том, что нужно помечтать, подумать о том, чего бы мы хотели, да как бы мы хотели свою жизнь провести, чего добиться. А также карта встречи с подходящим партнером это может. То есть карта очень разноплановая, но больше всего она связана с нашими мечтами и в общем, всем тем хорошим, что только может быть, да, и это может сегодня прямо свершиться. Что будет помогать? Двойка жезлов. Карта, которая призывает нас общаться, призывает нас не бросать начатое, продолжать делать то, что мы уже делали, то, что привыкли. Может быть, с кем-то познакомиться с новым, чему-то новому научиться, выйти за рамки какие-то привычные. Вот это все сегодня благотворно. А также карта говорит о том, что любые начинания сегодня важны. Ну, начинания в плане внешности, в плане своих там целей, планов, талантов, да, вот такого рода начинания. Это не что-то глобальное. Что будет мешать? Будет мешать, карта старший аркан у нас выпала смерть, то есть будет мешать, если мы, не дойдя до результата, сдадимся, это раз. Во-вторых, может мешать какое-то внешнее обстоятельство, другие люди, события, к которым мы, может быть, не имеем такого прямого отношения, да, но они все-таки могут влиять на нас. И, в принципе, может мешать еще и, знаете, такая, неверие в то, что ваши мечты сбудутся. Отношения посмотрим для тех, кто в поиске партнера. Шут. Неожиданное знакомство может быть у вас. И, знаете, нужно осторожно относиться к этому человеку, потому что неизвестно, что из этого получится. Это может быть человек, который как-то быстро появится и быстро исчезнет. Но может быть и задержится. То есть какое-то такое еще событие у вас здесь как бы неопределенное, да, оно может проиграться разным образом. Но то, что неожиданная встреча может быть, это точно. А теперь те, кто в паре, пятерка чаш. Карта говорит о том, что у вас могут быть ситуации, связанные с прошлым,
Может быть, это либо люди из прошлого появятся, которые сделали вам больно, или, может быть, люди, которые вот, может быть, это совершенно новые люди, да, но они поступят так же, как с вами, допустим, поступил когда-то раньше человек, который вас огорчил. И вот это все может как-то всколыхнуть у вас вот эту память, да, негативную, и вы можете там печалиться, думать о прошлом и так далее. Вот карта говорит о том, что сегодня вот это прошлое, оно может как-то снова напоминать вам о себе и портить настроение. Давайте еще одну карту достану. Да, двойка чаш, еще одна дополнительная карта. То есть желательно думать о том, что сейчас у вас есть, быть благодарным за это и думать о будущем, о будущих возможностях, да, о возможностях вдвоем, думать о любви, о том, как оставаться в паре человеком самодостаточным, как реализоваться каждому из вас. Вот это все важно. Не нужно о прошлом думать, не нужно вспоминать. Прошлое – это прошлое. Да, может быть, какие-то уроки нужно извлечь, да, но и все на этом. То есть нужно думать о том, что сейчас, и думать о будущем, о будущих возможностях, планах, радостях. Для тех, кто в ссоре, туз пентаклей обещает счастье, то есть миритесь. Карта говорит о том, что у вас есть потенциал, но для этого вам нужно поменяться, нужно что-то пересмотреть. Либо эта карта может быть новых отношений, да, то есть это все-таки туз, это как что-то новое. Либо вы обновляетесь в отношениях, либо этот человек уходит на второй план, и вы встречаете нового человека, подходящего для вас. А для работы у нас те, кто в поиске работы, рыцарь чаш. Замечательная карта. Вы сможете реализовать наконец-то свои возможности, свой потенциал. Может быть, человек какой-то поможет вам приобрести работу. А для тех, у кого уже есть работа, девятка чаш, завершение какого-то важного проекта. Возможно, вы будете очень довольны. Скорее всего, будет много слов благодарности вам лично, может быть, от руководства, от клиентов, в общем, от разных людей. Вот вас оценят по достоинству. Особенно здесь вот с картой звезда, да, в сочетании вы действительно сегодня будете очень довольны собой, да, ваша репутация может прям вот возрасти, взлететь. Но что для этого нужно делать? Девятка чаш – это у нас карта астрологически связанная с Юпитером в рыбах, да, то есть рыбы – это всегда завершение чего-то, Юпитер – это успех, то есть успешно завершить нужно обязательно, нужно приложить все усилия для того, чтобы закончить работу. И тогда вот день будет вот такой, как мы тут обещаем. Для тех, у кого свое дело, тройка мечей. Карта говорит о том, что у вас сегодня будет очень много дел, и нужно будет успевать везде, и, скорее всего, без плана, без распорядка дня здесь не обойтись. Возможно, даже желательно привлечь помощников, которые вам помогут с информацией, с клиентами. Может быть, здесь неплохо было бы научиться чему-то новому, допустим, каким образом продвигать бизнес, да, каким образом рекламировать. В общем, в 3 направлениях одновременно придется действовать. Возможно, это поездки какие-то там, по городу, недалекие, да. В общем, карта, которая говорит о том, что без плана вы сегодня не справитесь. Финансы для тех, кто на зарплате, это туз чаш, то есть возможность заработать очень хорошая сегодня есть. Для тех, кто своим делом зарабатывает, пятерка жезлов, здесь вы учитесь как-то по-новому зарабатывать, вы учитесь развивать, возможно, новые направления. Может быть, берете в пример конкурентов своих, да, и вот стараетесь что-то повторить. Может быть, это просто обучение тому, как выйти, допустим, в вашем бизнесе на новый уровень, как расширить возможности, может быть, там через интернет, допустим, да, вовлечь как можно большее количество людей. То есть вы думаете о том, как вот в кризисное время вам вырасти, не то, что остаться на плаву, да, а вырасти по сравнению с тем, что вы зарабатывали раньше.
и очень успешно это может быть. Для здоровья выпадает шестерка пентаклей, замечательная карта, которая как раз и говорит о здоровье, причем о большом количестве энергии, о том, что вы вот готовы горы свернуть, да, и скорее всего эта карта, она подчеркивает как раз вот, что вашу связь, вернее, связь вашего здоровья с вашими достижениями в работе, в финансах и так далее. То есть очень хорошее здесь может быть здоровье, выздоровление у тех, кто болел. Также карта связана у нас с семьей, да, может быть, вы будете заботиться о семье, о здоровье кого-то из семьи. Вот, может быть, кстати, очень успешное исцеление, излечение или верно назначенный диагноз. Ну вот, в общем, решение тут такое очень хорошее вот дел с вашим самочувствием. Теперь итог дня. Рыцарь жезлов. Карта, которая говорит о том, что сегодня вот все, что вы будете делать новое для вас, оно принесет вам удачу, оно поднимет вас и в ваших глазах, и в глазах тех людей, которые вас окружают. И вы прям это оцените в конце дня. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.